26 апреля этого года состоялась презентация нового проекта «Доброй воли», на которой присутствовала и наша съемочная группа. Главной его целью является продлить трудоспособность за 50 и создать безопасные условия для работы. Тогда проект звучал масштабно. На реализацию инициативы поощрения здоровой старости в Литве на определенную группу работ будет выделено 4,5 миллиона евро. 85% этой суммы финансируют еврофонды. 15% профинансирует бюджет Литвы. 4,5 миллиона евро. Прошло почти полгода. Мы поинтересовались, а что сделано? И тут начались странности. Весь вчерашний день мы бесплодно обращались как устно, так и в письменной форме к целой армии чиновников. Вначале госслужащие вообще не понимали, о каком проекте идет речь. Потом вспомнили и отправляли по бесконечным адресам. В результате этого дневного пинг-понга дотянули до раннего законного окончания рабочего дня и растворились. Уже сегодня мы решили спрашивать иным образом, приехать в Министерство здравоохранения, которое и представляло в апреле проект. Я сейчас вам ничего не могу сказать. Никого нет. Вице-министр на звонки не отвечает. Валентина в отъезде. И я не знаю, что вам сейчас сказать. А я информацией об этом проекте не владею. А другие специалисты могли бы прокомментировать эту ситуацию? Так никого нет, но я разберусь в этом вопросе и вам позвоню. Не хочется вас тут задерживать. Мы настаивали. Дело хорошее, нужное. Тем более, что в телефонном разговоре накануне представлявшая программу в апреле Валентина Ковалева утверждала, что проект всего лишь на стадии разработки. Зачем же тогда его так помпезно представлять? Тем временем в самом министерстве поначалу вообще от этой программы открестились. Мол, не имеем никакого отношения. Если вы говорите, что этот проект не Валентины, почему тогда она представляла его на конференции 26 апреля? Потому что она представляла наш проект «За достойную старость». Позже в редакцию поступило письмо от пресс-службы Министерства здравоохранения, в котором разъясняется, что Институт гигиены и Госинспекция труда лишь попросили чиновницу рассказать об этом проекте на пресс-конференции, а на самом деле к нему гораздо большее отношение имеют совсем другие ведомства, никак не Минздрав. Вполне возможно, что все так и есть. Мы не склонны искать виноватых или выдвигать подозрения, а просто хотели узнать, как интегрируют пенсионеров на рынок труда, раз на это выделено аж 4,5 миллиона евро. Тем более, что на слуху еще целая череда скандалов в Министерстве обороны и других ведомствах, попавшихся на непрозрачных общественных закупках. Евросоюзные деньги, дотации как таковые, они используются не очень эффективно, мягко говоря. Эта эффективность, опять же, достаточно сложно определить ее процентально. По оценкам разных экспертов, от 10% до 40%. Часть денег просто, грубо говоря, разворовывается, часть денег проходит через те же самые государственные закупки не очень прозрачным путем. Ну а когда будет реализован проект и будет ли он реализован вообще, непонятно до сих пор. Хотела бы поговорить с Валентиной Ковалевой. Вчера целый день обзванивала всех работников отдела поддержки ЕС, но по непонятным обстоятельствам так и не удалось договориться насчет интервью. А о чем вы хотели поговорить? О проекте Healthy Workplaces, цель которого – интегрировать людей преклонного возраста на рынок труда Литвы. Health что? Healthy Workplaces. Валерия Литвинова, Сергей Шалкин, Мартина Свицбелис, Первый Балтийский канал.